Подводя итоги 2021-го, нельзя не рассказать о тех, кто в этом году спасал и лечил людей, кто рисковал своей жизнью ради других, жертвовал собой, чтобы помочь ближнему. И вовсе не потому, что того требует профессия, а по зову сердца. А героя года Евгений Стокас. Артем Кынев и Иван Нечаев получают награды за спасение погибающих на водах. Торжественно и с почетом. Летом прошлого года два молодых человека в Каркировском районе спасли двух мальчишек из воды. Спасатели поневоле очень скромно говорят о своем подвиге, будто это и не подвиг вовсе. Вот только для спасенных мальчишек они самые настоящие ангелы-хранители. Я оказался там случайно, я просто проплывал мимо. И когда проплывал, очередной раз поднял голову, чтобы посмотреть, куда я плыву, и услышал крики о помощи. И поплыл туда. Да, Артем был ближе всех. Он потом, как выяснилось, он переплывал речку. И вот у него как раз на обратном пути, когда он переплывал, он спас ребенка, да. Чтобы стать героем в экстремальных условиях, когда счет идет на секунды, нужна реакция и смелость. Но чтобы связать свою жизнь со спасением других, нужно настоящее мужество. В жару и мороз, в буран и ливень спасатели, пожарные и сотрудники МЧС несут свою службу, спасают чужие жизни, часто ценой своей. В этом апреле в Коме представили книгу памяти МЧС России. В издание вошли более 450 имен погибших огнеборцев, 9 из них – наши земляки. Лично почтить память тех, кто погиб при исполнении служебного долга, пришли коллеги, родные и близкие героев. Но из-за пандемии сделать это как следует все же не вышло. Из-за того, что у нас все-таки еще имеются ограничения по пандемии. В этом году, к сожалению, мы не проводим традиционный торжественный развод, парад сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, но торжественные мероприятия с ветеранами пожарной охраны в этот день, конечно, во всех гарнизонах республики проводятся. Пандемия вот уже второй год не отступает, и главными примерами самоотверженности для всей страны остаются люди в белых халатах. Не жалея сил и здоровья, они денно и ночно спасают наши жизни. Сначала, признаются врачи, был страх перед новой неизвестной болезнью, потом он прошел, осталась решимость. За работу в красной зоне, в скорой помощи и санавиации медиков республики награждают первые лица региона. Действительно, они заслужили всех почестей. Было страшно. Не знали, что делать, чего ожидать. Переживали за коллег, переживали. Постепенно потом все наладилось. Больные с выраженной дыхательной недостаточностью, с которой мы впервые столкнулись при коронавирусной инфекции, действительно были цифры сатурации крови очень низкие, 40% и так далее. Никогда в жизни я такого не встречал. Молодые медики от общей беды тоже в стороне не остались. Пусть они еще учатся, но в профессию пошли, чтобы помогать. Поэтому тоже отправились в больницы на передовую. Кого не пустили из-за возраста, ушли в волонтеры. Помогали медсестрам и врачам, доставляли продукты и медикаменты тем, кто находится на самоизоляции. Помогали больным добираться до медучреждений. Каждый из них смог внести свой посильный вклад. Некоторые из них помогали непосредственно в красной зоне. Они мерили температуру, осуществляли первичный прием пациентов, которые приходили с теми или иными симптомами. Другие же девчонки, наоборот, работали в составе первичного звена в поликлинике. Студентов-медиков из Коми отметили и президентскими, и республиканскими наградами, но они, как и взрослые врачи, искренне смущались. Ведь свое дело делали не ради признания, а по велению сердца, как и другие добровольцы, будь то народные дружинники, поисковики и даже серебряные волонтеры. Помогая людям, я получаю энергетику. Это несмотря на акцию в моем месте, вообще от волонтерства я получаю большую энергетику. Делать добро, оно, как говорится, возвращается бумерангом. Ты, когда делаешь добро, видишь на их лица улыбки, это много чего стоит. Чисто для меня много чего стоит. Особенно улыбки пожилых. Есть в Коме и герои-символы. Один из самых известных – столичный эко-человек-паук или Чистомен. Этой осенью он вместе с соратниками объявил войну покрышкам, брошенным в гаражных кооперативах и оврагах. Уважаемые гаражники! Пожалуйста, вывозите свои отходы в специальные контейнеры, специальные бункеры. Давайте вместе убережем нашу природу и наш город.
Такие герои, пусть и без суперспособностей, но тоже творят великие дела. С осени активисты собирали покрышки по всему городу и собрали целую фуру. Однако доставка на переработку в Подмосковье стоила немалых денег, поэтому на нее собирали всем миром. Такой вот общественный экоактивизм. Фура нам обошлась 60 тысяч. Мы, как понятно, у нас самих не оказалось такой суммы. Поэтому мы запустили сбор средств с населения. Ну, кто чем может, по 100, по 50 рублей, по 200 рублей. И благодаря неравнодушным жителям, частным организациям, предпринимателям мы сумели собрать необходимую сумму. Такие же неравнодушные люди помогали детям, пожилым или ветеранам. Восстанавливали конный центр «Аврора», который зимой пережил пожар. Ведь они привыкли не брать, а отдавать. Не рассчитывала на помощь в таких глобальных масштабах. Знаете, это просто не вся республика помогала, весь город. Люди несли еду, теплые вещи, корма для животных, помогали стройматериалами, то, чем мог, рабочей одеждой, спецовкой, потому что сгорели все вещи, нам даже не в чем было ходить, ухаживать за лошадьми. Героев в нашей республике гораздо больше, чем может показаться. Они среди нас, а иногда это и мы сами. Не обязательно спасать кого-то из воды или вытаскивать с того света, хотя значение этих подвигов никто не умаляет. Чтобы стать для кого-то спасителем, и усилий-то много не надо. Отправить СМС для больного ребенка, помочь приюту для животных или конной школе, прибраться на берегу реки, подключить автоплатеж на счет любого благотворительного фонда, записаться, наконец, волонтером. Список бесконечный, и каждый из нас хотя бы несколько раз в году может стать примером для других.